Персонально ваш. Добрый день. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко, и это программа «Персонально ваш». Она в прямом эфире. В нее можно присылать вопросы по СМС +7 927 304 1051. Это номер, не забывайте подписываться. А сегодня наш гость Валиахмед Бадретдинов, общественный деятель, член Конгресса башкирского народа. Я вас приветствую. Здравствуйте. А я напоминаю, что мы еще работаем в прямом эфире не только по радио, но и по видеопередаче, так сказать, в Ютубе и в Фейсбуке. Можно смотреть прямую трансляцию. Еще раз номер для СМС-сообщений повторю медленно. +7 927 304 1051. Мой первый вопрос конкретно касается Конгресса башкирского народа. Что сегодня происходит с этой организацией? Почему в последнее время как-то не слышно об ее активной деятельности, хотя в конце прошлого года мы постоянно слышали о каких-то ваших акциях, собраниях, заявлениях? Да, действительно, такие вопросы, я думаю, могут возникнуть не только у вас, но и, может быть, тех людей, которые так или иначе следят за этой новой общественной организацией. Необходимо сказать, что для существования и развития общественной организации необходимы все-таки определенные условия. Это и то, насколько, какие возможности предоставлены организации, прежде всего, общественно-политического характера условия, связанные с взаимодействием с властями, особенно с правоохранительными органами. Как вы знаете, летние митинги, осенние митинги были у нас. Они в основном были направлены на то, что прежде всего у башкирской части населения республики накопились огромное количество проблем. И не только. Проблемы возникли в разных областях нашей жизни. Особенно болезненные, например, то, что ежедневно звучит: обманутые дольщики, которые остались ни с чем. Это и спортивные федерации, которые сегодня фактически отрешены от своей профессиональной деятельности из-за фактического развала этой области. Но в 2018 году все эти проблемы и вопросы, они ведь не исчезли? Конечно, не исчезли. Но я не зря начал с того, что были проведены митинги, а чтобы они не проходили, чтобы общественники от имени населения, части населения, так скажем, не смогли высказать свои претензии к власти, чтобы не смогли обратиться к московским властям, было сделано все, чтобы эти митинги не состоялись. Но они в итоге состоялись. Они состоялись как бы не санкционированные, и многие выступившие в них общественники были оштрафованы, привлечены к административной ответственности, и, как вы знаете, судебные процессы до сих пор продолжаются. И более того, после того, когда все как будто бы наладилось, утихомирилось, как бы позабыто уже, начали приглашать по одному выступавших на митингах, например, 16 сентября по башкирскому языку. Но давайте отметим, что это митинг не вы организовывали, не Конгресс башкирского народа. 16 сентября это был митинг организации башкор. Мы участвовали. Конгресс башкирского народа тоже принимал участие, например, лично я выступил там с определенными своими претензиями. Вас вызывали в правоохранительные органы? Меня самого не вызывали, хотя прокурор Овчинникова, вызывая других, говорил со мной. Вызывала меня. Овчинникова меня не вызывала, и наверняка просто убоялись. Есть предположение, зачем они хотели вас вызвать? Они вызывали участников митинга, выступавших на митинге общественников, и предупреждали, что
в их выступлениях обнаружены признаки экстремизма, возбуждения ненависти, розни и так далее. И даже сказали, что якобы имеются экспертные оценки. Когда просили люди, которые беседовали с прокурором, просили доказательства, а где это экспертные оценки? За какие слова? За какие фразы? Абсолютно ничего не было сказано. Ну, типа такого было сказано: если что, мы найдем, за что привлечь. Это было какое-то письменное предупреждение? Письменные или предупреждения тоже были. Кто-то подписал, кто нет. Письменное предупреждение пришло. И... Вы наверняка советовались с юристами. Что на практике означает такое предупреждение? Здесь все однозначно, Дарья. Сейчас ведь начался предвыборный период. То есть перед выборами дана жесткая установка московских властей, особенно Генеральной прокуратуры. Все эти выступления протестные прерывать на корню, пресекать на корню и привлечь к жесткой, даже, может быть, жесточайшей ответственности тех, кто захочет выступить с протестными своими акциями. Давайте обозначим. Вы такое утверждение говорите. Нет, давайте обозначим. Почему? Вы такое утверждение говорите, основываясь на своем опыте как общественного деятеля, по своим ощущениям, анализируя, что происходит в стране, или у вас есть какие-то вот данные, что действительно было такое распоряжение Генеральной прокуратуры? Сам генеральный прокурор Чайка, выступая перед прокурорами во время там какого-то празднования Дня прокуратуры, скорее всего, именно высказал это уже везде, в принципе, обнародовано, что будут жесткие меры по отношению к тех, кто прежде всего против тех, кто выступает с протестными акциями. Здесь я вижу прямое нарушение прав наших граждан, россиян, на свободу высказываний, на свободу мнений и на свободу собрания. Я хочу понять, смотрите, в прошлом году, когда были предупреждения перед митингами о том, что этот митинг может иметь последствия для вас, например, митинг, организуемый Рамилем Рахматовым, редактором газеты «Бонус» и членом Конгресса башкирского народа, который закончился там арестами, штрафами. Перед этими митингами были же предупреждения, да? И выступал более того, полицейский. Это вас тогда не смутило, так сказать? Вас нет, тогда, я не хочу использовать слово «напугал», но это вас не заставило прекратить деятельность. Что произошло сейчас? Нет, конечно, но, понимаете, общественная организация не может только рассчитывать на какие-то достаточно резонансные, так называемые, акции. Всякие общественные организации, кроме таких мероприятий, которые носят публичный характер, они должны и могут вести определенную работу среди населения по тем или иным поводам, по тем или иным задачам, которые у нас в той же нашей организации определены уставом. Ваша основная задача, определенный меморандум, это отставка главы республики. Да, этот вопрос, в принципе, он не снят. Какие тогда вы делаете сейчас шаги к этому непубличные? Прежде всего, вести среди населения работу, потому что у нас не все ладно, что, к сожалению, Москва абсолютно не прислушивается к мнению общественников и фактически не отвечает никоим образом, кроме репрессий, кроме давления, не отвечает на эти выступления. То есть фактически эти выступления отвергаются. Это какая-то народническая деятельность? Вы едете в село и там выступаете перед людьми? Или это наши сетях, представители например, участвуют в различных, в общем-то, мероприятиях местного характера. Пригласили совершенно недавно, кстати, сегодня 282 года со дня Сиантусской трагедии. Конечно. Я даже видела по этому поводу пост Рамиля Рахматова, который мы сегодня упоминали. Да. Если вспомнить сегодня эту трагедию, попадет ли это под 282-ю статью? Да. Это чисто историческое событие. Это в народе, памяти нашего, особенно башкирского народа, никогда не исчезнет эта трагедия, потому что
это было, конечно, в те далекие времена выступавших против царских властей, восставших против царских властей, башкир жестоко карали, карательные отряды выжигали сотнями деревни, убивали, ну, в те 1735 по 1740 годы было, по крайней мере, по некоторым данным статистическим, убито было не менее 56 тысяч башкир, не только мужчин, это воинов. Действительно большая трагедия. Да. И давайте вот, вернемся, например, к времени сегодняшнему. Наши представители хотели бы то есть откликнулись на то, чтобы вспомнить это событие народной памяти, ну, молитвой на месте, близко с местом этой трагедии, когда тысячи человек были убиты, и 105 человек были сожжены. Это памятное мероприятие. Да, понятно. Наверное, любая организация, которая особенно опирается на исторический опыт, да, она всегда будет в подобные дни проводить какие-то памятные мероприятия. Но если мы говорим о протестной деятельности, все-таки, согласитесь, протестная деятельность — это именно то, что вывело вашу организацию в публичное пространство. Они узнали благодаря вашим митингам, благодаря вашим акциям. Планируете ли вы продолжать протестную деятельность вот в таком вот уличном формате в 2018 году? Знаете, наверняка, если будут еще какие-то причины жесткие, скажем, связанные с тем же башкирским языком или связанные с продолжением увольнений деятелей башкирской национальности, беспричинных увольнений, наверняка такие акции могут быть. То есть вы проводили в прошлом году акцию, потому что уволили главного врача Республиканского перинатального центра? С этим были связаны ваши акции за отставку главы республики? Не только. Не только, ведь он был без всяких причин, без всяких оснований, был фактически дважды уволен, дважды был лишен своей должности, несмотря на то, что он является профессионалом очень большого уровня, так скажем, в своей области. И если до сих пор доктор медицинских наук, бывший министр здравоохранения, тоже так же до сих пор ходит безработным. Много привести можно примеров такого характера, когда профессионалы башкиры... Давайте обозначим. Вы связываете увольнение с национальностью. По национальному признаку. Почему? Дело в том, что здесь, скорее всего, вот нынешние наши руководители, которые занимаются кадрами, связывают этих людей с именем бывшего первого президента республики Муртазы Рахимова. Они когда-то были призваны к руководящей работе именно при его президентстве. А что сегодня в системе Башкирии нет людей башкирской национальности, работающие на высоких должностях? К сожалению, те башкиры, которые работают на достаточно высоких должностях, они упорно не видят проблем своего башкирского народа. Подождите, но тогда получается, что это увольнение не по национальному признаку было, а потому что человек, не знаю, выступал против действующей власти. Нет, они не выступали против действующей власти. Ну как же, он же был против объединения центра республиканского перинатального с больницей, и именно так, после этого было увольнение. Если, значит, это главный врач перинатального центра Вайрамгулов находит веские причины, и не только он находит веские причины, что такое объединение приведет к ухудшению показателей и качества работы этого медицинского учреждения, то разве это выступление против власти? Но почему, если увольняют там русского или татарина, который выступает против каких-то реформ, так сказать, каких-то движений власти, вы не говорите, что это увольнение по национальному признаку, а здесь вы видите именно национальную Понимаете, причину? да я вам сейчас напомню
скажем, здесь, конечно, сочетается, что вот, возможно, некоторые, скажем, мои соплеменники, даже если они занимают достаточно, так скажем, высокого уровня должности, они временами начинают критически относиться к решениям вышестоящих начальников и органов. И они тут же становятся неугодными. Одно слово, и он может стать неугодным. И почему-то, вот если проследить, таких очень много. Вот посмотрите, был у нас министр культуры, знаменитый оперный певец Аскар Абдразаков. И что с ним сделали? Товарищ Хамитов, тогда еще президент РФ, лично его пригласил на министерскую должность. И года не прошло, начали его клевать, найдя формальный повод, что он повез куда-то, значит, на где-то 60 тысяч рублей, потратил бюджетные деньги для перевозки в Турцию там кого-то. Мне кажется, вы ассоциируете... И хотя потом после долгих судебных разбирательств Аскар Абдразаков был признан абсолютно невиновным. Вы ассоциируете связь с Муртазой Рахимовой, поддержку его правления и любовь его режима обязательно с национальностью. Вы это ассоциируете обязательно с национальностью. Но не обязательно же башкир должен там любить время Муртазы Рахимова. Это может быть, допустим, русский или татарин. Я думаю... Но в этом случае вы бы не сказали, что это по национальному Дарья, давайте не будем обострять эту проблему, что это, я еще раз повторяю, то, что народ, население, часть воспринимает массовые фактически увольнения башкир, а было это массовое увольнение многих башкир из занимаемых должностей в течение 7 лет. Понимаете? Там можно сотни фамилий можно перечислить. И они, конечно, это воспринимают... Но были увольнения же не только башкир. Ну, понятно, не только было башкир. Но именно это вас задевает. Конечно, задевает. Хорошо, может не задевать. Хорошо, как активиста, представляющего потому что если башкира увольняют, должна быть причина. Это или он ворует, или он непрофессионал, или он совершил грубейшую, для любого должна быть причина для увольнения, не только для башкира. Да, абсолютно верно. Хорошо, а так какой вы видите выход из ситуации? Не увольнять башкир вообще никогда, чтобы не подумали, что это по национальному признаку? Ну, нельзя так рассуждать. Должна быть логика определенная. Хорошо. А считаете ли вы, тогда я задам вам прямой вопрос, считаете ли вы, что в Башкортостане должны быть какие-то привилегии для башкир? Речь никогда о привилегии, значит, мы не возбуждали проблему такую, чтобы для башкир должны быть привилегии. А что тогда должно быть? За что борется ваше движение? Понимаете, мы все-таки с самого начала выступали и выступаем и говорим за законность всего. Я более того скажу, что вот систему, которая идет против закона, система власти, которая закрывает глаза на законность, на соблюдение законности, она, конечно, неугодна, неудобна не только башкирам, а всем, кто так или иначе пострадал от этой системы. Вот посмотрите, один только вот момент. Мы говорили о митингах. Почему они не признаны, почему они состоялись как будто бы как несанкционированные? 16 сентября сельхозярмарка была на площади перед Домом профсоюзов. А 21 сентября... У Дворца спорта была ярмарка. Да, Дворца спорта в защиту башкирского языка. А Конгресс башкир митинг 21 сентября проводил, значит, там было детское перед мероприятие. Домом профсоюзов на Кирова-1. Там было детское мероприятие. Там был детский праздник. Знаете, что выяснилось? Этот детский праздник был представлен как пикетирование. Представляете? Черным по белому написано, что проводится в этот день пикетирование участников детско-подростковый клуб. Я вас сейчас, может быть, удивлю, это же вообще политично, абсурдно и незаконно. С этим сталкиваются очень многие общественные организации. А прокуратура и партии. куда смотрит? Я не знаю. Прокуратура вы вообще закрывает. Прокуратура в этом плане слепа.
глуха и нема. Я вот сегодня вернулась сюда, где был штаб Навального и правительство республики, как стороны, и выяснилось, что «Единая Россия» подала раньше них заявку, хотя штаб Навального с 12 ночи дежурил у здания правительства, и они уверены, что именно они первые подали заявку. Я это к тому, что вы не единственные, кто с этим сталкивается. Конечно, потому что когда проводятся провластные митинги, провластные публичные мероприятия, для них всегда готов стол и дом, как говорится. Всегда готов. А вам не в любом месте. И даже мы сейчас должны прерваться на новости. Мы должны сейчас прерваться. Около Конгресс-холла. Мы должны прерваться сейчас на новости. Пожалуйста. После мы продолжим наш прямой эфир. 13:30 в столице. Краткие новости на Эхе. В студии Оксана Пашина. Здравствуйте. Международная организация «Мемориал» выступила с обращением в защиту руководителя Грозненского центра «Мемориал» Аюба Титиева. Его обвиняют в хранении наркотиков. В обращении «Мемориала» говорится, что дело против Титиева сфальсифицировано. Наркотики, якобы изъятые при обыске в автомобиле Титиева, были подкинуты теми, кто проводил обыск. Международный «Мемориал» призывает передать материалы дела из Следственного управления СК по Чечне в вышестоящий следственный орган, так как, по мнению авторов документа, после неоднократных оскорбительных и угрожающих высказываний главы Чечни в адрес правозащитников на добросовестное расследование в Грозном рассчитывать невозможно. Авторы обращения также просят российскую и международную общественность следить за делом Титиева. Общественный совет при Министерстве культуры просит генпрокурора Чайку проверить фильм «Смерть Сталина» на предмет экстремизма и вынести предостережение министру культуры Владимиру Мединскому. Об этом сообщает РБК. Обращение датировано 23 января. В этот день Министерство культуры запретило показ фильма о Сталине, отозвав прокатное удостоверение. Члены общественного совета после просмотра картины пришли к выводу, что, цитирую, «фильм направлен на возбуждение ненависти и вражды и на унижение достоинства российского, в скобках, советского человека». Следственный комитет проверяет сообщение о том, что кондуктор высадил из автобуса 11-летнюю девочку на 35-градусный мороз. Это произошло в Новокузнецке. Следователи намерены установить номер маршрута, кто был кондуктором, а также все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства. СМИ писали, что у девочки не сработала транспортная карта, и кондуктор велел ребенку выйти из автобуса. Номер маршрута девочка не запомнила. По предварительным данным, автобус принадлежит частному перевозчику. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал избегать слова «бойкот» в отношении Олимпиады в Пхенчхане. По его словам, сейчас очень много вопросов обсуждается и муссируется, но непонятно со ссылкой на кого и непонятно, насколько это официальная информация. В Кремле считают, что при обсуждении вопросов об отправке российских спортсменов на Олимпиаду нужно воздержаться от распространения непроверенной информации. С Международным олимпийским комитетом нужно продолжать диалог, добавил Песков. В Москве запретили торговлю в радиусе 50 метров от станции метро и транспортно-пересадочных узлов. Соответствующий закон одобрила Мосгордума. Ограничения касаются также вестибюлей станций, подземных переходов и других сооружений метрополитена. Этой ночью в Москве от 10 до 12 градусов мороза, завтра днем -5, -7. Переменная облачность, местами небольшой снег. Оксана Пашина, служба информации, Эхо Москвы. Реклама. Афиша исторического парка «Россия. Моя история». Мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история» на ВДНХ объявляет начало акции ко Дню студента с 20 по 28 января для студентов при покупке одного билета, второй в подарок. Телефон для справок 286 6066. В конце недели днем на Эхе Москвы в Уфе Салават Хамидуллин рассказывает об истории башкирских родов, об этнографии и о людях, о документах и о легендах, о корнях и о современности. Слушайте по пятницам в 14:35. Телефон рекламной службы Эхо Москвы в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры.
Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе совместно с Уфимской еврейской воскресной школой представляет рубрику «Говорим на иврите». Еда. אוכל. Еда в больницах. אוכל בבתי חולים. Еда в больницах. אוכל בבתי חולים. Почти в половине случаев еда в больницах Башкирии не соответствует нормативам. כמעט בחצי מהמקרים, האוכל בבתי החולים של בשקיריה לא עומד בתקנים. Почти в половине случаев еда в больницах Башкирии не соответствует нормативам. כמעט בחצי מהמקרים, האוכל בבתי החולים של בשקיריה לא עומד בתקנים. Радиостанция «Эхо Москвы в Уфе» совместно с Уфимской еврейской воскресной школой представляет рубрику «Говорим на иврите». Персонально ваш. Мы продолжаем прямой эфир на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Дарья Кучеренко. Это программа «Персонально ваша». У нас в гостях сегодня Валиахмед Бадреддинов, общественный деятель, член Конгресса башкирского народа. Если у вас есть вопросы, присылайте их по номеру +7 927 304 10 51. Ну, еще пару слов конкретно по формату и деятельности вашей организации. Конгресс башкирского народа был зарегистрирован в прошлом году. Я так понимаю, длительное время вы проходили юридическую регистрацию. И одна из причин, которая называлась тогда, когда проходила регистрация, это то, что Конгресс не мог до этого претендовать на какие-то гранты, а вот теперь уже с регистрацией он может претендовать на какие-то гранты от правительства. Планирует ли ваша организация, в общем, заявляться на какие-то гранты, не знаю, по сохранению башкирского языка, например? Конечно, организацию не сразу зарегистрировали. Это, правда, только после жалобы в Минюст России. Только после этого организация была немедленно зарегистрирована. Потому что причин... Вот посмотрите, зачем действуют... Вот, каким образом местные органы, то есть региональные органы, которые должны регистрировать, находят формальные причины. Формальные причины, по которым они отказывают регистрации. А чего им боятся вас регистрировать? Они боятся, потому что наши власти ожидают от этой организации какие-то претензии, какие-то требования в отношении себя, и они не хотят, чтобы это недовольство, это неудовлетворенность, это неудовлетворенная потребность вышла наружу. Ну, можно сказать, любая что организация, они ошибались, потому любая что вы организация сейчас возникает, уже не высказываете. на пустом месте не возникает. Валиахмед Бадреддинов, ну, можно сказать, что они ошибались, потому что сейчас вы уже не высказываете никаких претензий власти. Почему вы не высказываете? Также продолжаете высказывать претензии. Вот лично я буквально на днях написал статью, обращенную прокуратурой Республики Башкортостан, который называется, пожалуйста, это висит в интернете, в сетях, называется «Остерегайтесь беззакония». Мой ответ прокуратуре. Вы считаете, вот подобные действия, они помогут вам добиться результата? Конечно, вот вы задали вопрос насчет гранта. Вот смотрите, многие наши общественники считают, что создание фонда сохранения развития башкирского языка является лишь формой оправдания себя, оправдания властью самих себя на глазах башкирской общественности. Что мы стараемся защитить этот язык, мы же создаем условия. А надо обязательное изучение эти гранты установить. фактически, многие так считают, я так считаю, это является камуфляжем просто. Камуфляжный этот проблемы фонд. Не решает. Поймите, как, там вообще нет общественности. Этот фонд вообще не предусматривает привлечение общественности. Этот фонд главы республики, он определяет все органы управления этого фонда.
И он же диктует почти все, что чем будет заниматься, и это мое предположение, чем будет заниматься этот фонд. Откуда у кого деньги собирать, потому что фонд не бюджетный, фонд будет внебюджетный. Это более того, это вызовет недовольство у определенной части населения. Начнут собирать деньги на этот фонд. Вот, например, вы можете пожертвовать в этот фонд деньги, как организация, которая ратует за сохранение башкирского языка. Знаете, многие говорят, что якобы наша организация щедро финансируется кем-то. Но у организации едва-едва находятся деньги для содержания хотя бы маломальского офиса. Там никто зарплат не получает. Вас часто называют реваншистами, в общем, связанными с именем первого президента Муртазы Рахимова. Вы согласны с таким определением? Нет, конечно. Сегодня опять начали поливать первого президента, дай бог ему, Аллах, здоровья на еще многие лета. Всячески его пытаются унизить, и особенно перед самим башкирским народом. Вот только вышло интервью, видели реалии со мной, взятые буквально вчера, и тут же в сетях начинает меня троллить, что я работаю на Рахимова, что я лизоблюд, что я от него получаю огромные суммы денег, продажный башкир, который продает своих башкир. Вот. И, знаете, троллинг буквально не успела появиться эта статья в интернете. Почему? Потому что я там говорю о том, что башкиры, по моему предположению, в предстоящих выборах будут поддерживать Грудинина, коммунистов, особенно сельское население. А башкиры преимущественно живут в сельской местности. И я говорил, что нынешняя власть, которая фактически стала несменяемой, она не удовлетворяет потребности, она не отвечает интересам большинства народов. У коммунистов очень много того, что любо для сельского населения. Они же стараются прежде всего поддержать тех, кто более всего обижен. А более всего сегодня обижены жители сельской местности. Поймите меня, сотни тысяч гектаров бывших пахотных земель, сельхозного значения называются земель, они превращены в ничто. Давайте я зачитаю тогда тезисы из блога Руслана Габасова. Он тоже активист, он организовал митинг в защиту башкирского языка, и он заместитель руководителя организации «Башкорт». Мы опубликовали на нашем сайте несколько дней назад статью под заголовком, блог под заголовком «Не сам ли Рахимов согласился в итоге на Хамитова и лично передал ему власть в руки». Я вам зачитаю какие-то тезисы, пожалуйста, прокомментируйте. Не читать, потому что я это Наши радиослушатели могут не знать этого. Да. Вот смотрите, что пишет Руслан Габасов. Муртаза, люди, давайте будем объективны. Муртаза Рахимов действительно строил дороги, проводил газификацию, строил школы и детские садики, открывал комплексы и больницы, но если бы он и этого не делал, то зачем вообще тогда нужен был бы президент? Это обязанность каждого руководителя своего региона. И далее. Да, он не смог сохранить за республикой Башнефть, надо признать, что ее так и так московские олигархи отжали бы. Рахимов единственный, кто смог оставить в республике деньги от продажи Башнефти и аккумулировать их в фонд Урал, но что в итоге с этим фондом произошло? Он существует, но тех миллиардов там нет, осталась самая минимальная часть. И ведь не было никакого сопротивления со стороны Рахимова. Что касается уважаемого мною, в общем-то, Руслана Габасова, его мнения, каждый общественный деятель и каждый гражданин волен изъявлять публично свое мнение, лишь бы оно не противоречило законам. Вы не согласны с ним? Я почему? Не полностью. Я в какой-то мере согласен. А вы знаете о том, что именно во время президентства Рахимова ваш покорный слуга, понимаете, был буквально изгнан, лишен своей работы, своей должности некоторыми приближенными, которые окружали уважаемого мною Муртаза Рахимова.
А Муртаза Рахимов знать не знал о том, что существует такой башкир Валиахмед Бадреддинов, директор Уфимского педколледжа номер 2. Вы сейчас очень напоминаете сейчас национальное освободительное движение. Они тоже так считают, что вот Путин герой, а вокруг него враги, которые его обманывают. Нет, я бы так не сказал. Я бы сказал о том, что, конечно, окружение делает как бы короля. Так ведь? В данном случае я отнюдь не говорю о том, что и никогда не говорил, что у уважаемого мною Муртазы Губайдуловича не было никаких ошибок. Наверняка, как у всякого работающего, ошибок было предостаточно. Но он действовал, он делал то, что было возможно в условиях того времени, той власти, когда та же власть буквально с 2000 года начала всячески искоренять остатки самостоятельности регионов. Ну вот смотрите, тоже пишет Руслан Габасов. Муртаза Рахимов много сдал и ликвидировал по указанию из Москвы. Той же Башнефти, я сейчас доскажу. Он ничего не мог сделать, кроме того, что сделал. Это мое мнение. Хорошо, следующий тезис. Да. Вот как раз по поводу самостоятельности регионов. Читаю. Многие ошибаются, говорят, что Рахимов сделал башкирский язык государственным, смог принять собственную конституцию республики, суверенитет. Если кто это не знает, то все это было сделано башкирским национальным движением, заслуги которого забыли. А Муртаза Рахимов, по мнению Руслана Габасова, много сдал и ликвидировал по указанию из Москвы. Например, суверенитет убрали. Также многие статьи из Конституции были убраны. Например, такие статьи, как собственное гражданство республики и статья про то, что земля, недра, природные богатства являются достоянием многонационального народа. Я, конечно, могу высказать только вот такую собственную, в общем, такую оценку. Еще раз. Муртаза Рахимов тогда делал и сделал, в том числе в отношении Конституции, то, сколько он смог делать. Но вот возьмите, ведь Башкортостан не единая республика, не одна, не единственная республика национальные в составе Российской Федерации. У остальных, что конституции остались в первородной форме? Нет, всех заставили. А заставили именно силовым методом. Если бы, конечно, он этого не исполнял, он бы давным-давно был бы уволен, и на его место был бы давно пришел другой Хамид. Еще, вот смотрите, еще тогда тезис от Руслана Габасова по поводу того, кто пришел на смену Муртазе Рахимову. Почему, например, Муртаза Рахимов не возмутился, когда Хамитов пришел к власти и буквально в руки ему передал эту власть? Ну, такое мнение, еще раз повторяю, у Руслана Габасова такое мнение может быть. Но, опять-таки, надо учитывать все эти обстоятельства, когда, скажем, московского мэра Юрия Лужкова вообще позорно сняли с работы, с должности, отрешили. Понимаете, как бы... Вот, ну, вопрос же, как вот, уйти, можно уйти, остаться честным человеком. Было отрешение царя первое в 17 году, 100 лет тому назад. И было второе отрешение Лужкова. Смотрите, какой был... Нет, давайте мы все-таки про Муртазу Рахимова. А Муртазу Рахимова тоже фактически отрешили. Его вызвали, знаете, куда? Его вызвали куда-то там в Сочи, и там вместе тогда с Медведевым Нет, я думаю, что вот тут тезис Габасова не по поводу того, что, почему там Муртаза Рахимов согласился, а почему он не возмутился, Хамитова кто поставил? Ведь, в принципе, сейчас еще раз скажу. Мне достаточно хорошо известно из некоторых источников, кто и как привел к власти в республике Хамитова. Понимаете? За Хамитом, конечно, стоят определенные башни Кремля. И тут не секрет, что мог сделать Бабай. Он ничего не мог сделать. Любым главой региона стоят башни Кремля, потому что они из Кремля назначаются. В Москве, в Кремле. Ну, естественно. И Муртаза Рахимов ничего не мог сделать. И Рустем Хамитов не единственный глава региона, которого поставил Кремль. Так, вообще существует российская система сегодня. Ну, понятно, тогда-то ведь и выборов-то не было. Тогда у меня такой к вам вопрос. Хорошо, сейчас тоже. Вот если вы добиваетесь отставки главы республики, уйдет Рустем Хамитов, ему на смену поставят Кремль кого-то. Почему вы думаете, что этот кто-то будет лучше, чем Хамитов? По крайней мере, сегодня имеется энная возможность после прохождения срока ИО до сентября, скажем, обычно в сентябре у нас выборы местные, региональные, народ
может все-таки выдвинуть, или партии какие-то могут выдвинуть альтернативные кандидатуры. Но вы же понимаете, что Кремль никогда не согласится ни на какую альтернативную кандидатуру. Поставят вот того, кого надо, это уже вопрос не ко мне, а вопрос к власти. Я же говорю, вот смотрите Россию. Вот почему создаются эти организации, почему создаются какие-то движения общественные, еще какие-то движения, понимаете, да? Они возникают только потому, что подавляющее большинство населения не может реализовать свои права. Во многих областях. И в экономике, и в социальной сфере, и в здравоохранении, и в образовании, и так далее, и тому подобное. Когда Россия была полностью демократической страной? Никогда. Была монархия. Понятно. Монархическая власть, она тебе не даст, все будет так, нет, как я понимаю, сейчас скажу. Но потом система не поменяется от того, что Рустем Хамитов была ли идет. она Да, демократическая? это понятно. Нет. Постсоветская власть. Вопрос были только... Вопрос в том, что если Рустем Хамитов уйдет, система в стране не поменяется. Не поменяется, поэтому конечно. Что к лучшему изменится? Но поймите меня. Вот если все абсолютно будут молчать, абсолютно будут терпеть, это ничем не будет лучше, чем крепостное право. Понимаете меня? Есть в любом обществе, в любом народе, среди любой нации имеются люди, которых покойный и очень уважаемый мной Лев Гумилев назвал пассионариями. Им больше всех нужно. Вот именно эти люди впервые формулируют вот эти потребности, интересы, требования народа и показывают, и когда-нибудь вот эти проявления могут от количества могут перейти в качество. Но доживем ли мы до демократии в России? Вряд ли. Вы понимаете? Считаете, что Но это не говорит о том, что мы не должны говорить публично удержать свои права. Хотя бы сегодня атмосфера, где имеется возможность публично выражать свой протест, свое несогласие, да, это интернет. Давайте, у нас немного времени просто осталось. Вы считаете, что при Муртазе Рахимове было лучше, потому что все слои, все представители национальностей жили лучше, чем сегодня? Или потому что башкиры жили хорошо, конкретно башкиры? Вы, Дарья, все время упираете на один вопрос. Вот башкиры. Потому что вы представитель организации, которая права башкир отстаивает, прежде всего. Мы возникли как именно организация башкир, которая, значит, будет выступать за права башкир. Это понятно, и это закон, между прочим, не воспрещает выступать за права своего собственного народа. У башкир, извините меня, в земном шаре другого места нету. У башкир никакой другой государственности нету. Поймите меня. И поэтому не в том дело, что башкиры лучше жили или кто-то лучше жил. Жили все одинаково и будем жить все одинаково. Независимо от национальности. Тогда чего вам не хватает? Уважения? Чего? Не хватает свободы, не хватает демократии, не хватает законности. Вот чего не хватает башкирам. А башкир в истории, вот поймите меня, у башкир было вотчинное право. Башкиры все, без исключения до поры до времени, были землевладельцами. И это давало им худо-бедно выживать в условиях России, несмотря на их кровавые восстания, которые продолжалось 2 столетия. Но к концу XIX века даже это право вотчинное было во многом ущемлено, и многие башкиры лишились своего этого законного права. Окончательно лишил земли башкиры, к сожалению, советская власть. Это вы без меня хорошо знаете. А сегодня что у нас, у народа есть? Я не говорю не только у башкир, у татар, у русских, у чувашей, у всех, кто проживает в Башкирии. Леса у нас нет. Полезные ископаемые, нефть, руды, золото. Что мы от них получаем? Я не знаю, что мы получаем. Вы получаете, я получаю. Это очень мало. Это мизерно, сейчас нам обратно возвращается. И если мы сегодня выступаем за федерализм... А вас не смущает то, что сын Муртазы Рахимова, Урал Рахимов, проходит как фигурант по уголовному делу, связанному с Башнефтью?
Понимаете, я не могу, не уполномочен говорить о том, виновен, невиновен, в чем его вина, что с ним произошло. Мне это, в принципе-то, неизвестно. Это может установить только правоохранительные органы. Вам не интересно, что сейчас он, например, находится не в России? И как-то забыл, кажется, Башкортостан. Из России убегают сегодня многие. Понимаете? Но вы считаете, что по политическим мотивам преследуют, вы считаете? Ну, я комментарии по поводу сына уважаемого Муртазы Рахимова ничего не скажу, потому что ничего не знаю. О том, насколько он виновен или не виновен. И не только из-за того, что он сын Рахимова, или он не то из-за того, что он является башкиром, а из-за того, что у нас многие вот эти вопросы, вот, виновен Уликаев или не виновен. Виновен Захарченко, у которого, значит, это... Вы ставите в один ряд Улюкаева, Рахимова, Захарченко. Виновен ли Захарченко, у которого штабелями вот, лежат вот эти деньги. И как реагируют на это наши власти, верховные власти. Знаете, мне кажется, что у нас идет построение кастового государства. Это высшая каста, неприкасаемая. Вот, они могут друг друга только съесть. Средняя каста – это республиканский уровень. Получается, и в этой касте? каста. Урал Рахимов в этой касте? Откуда вы не знаете? Он сейчас никто. Он беженец. Ну, я думаю, не бедный беженец. Ну, наверное, не бедный. Собираетесь ли вы участвовать в выборах в Курултай Республики в этом уже 2018 году? Вы, я имею в виду, Конгресс мне уже башкирского немало лет, народа. Я даже не могу сказать, стоит ли там участвовать. Выборы. Я, кстати, участвовал в очень многих выборных кампаниях. И дважды был депутатом, один раз депутатом районного совета в городе Уфе, а один раз депутатом Государственного собрания. Тогда еще... Стоит ли сегодня, на ваш взгляд, идти в Государственное собрание? Дело в том, что вот когда я был кандидатом в депутаты Государственной Думы последнего созыва, я своими глазами видел, кто выбирает. Выбирает по указке местное начальство, местные территориальные комиссии. А участковых комиссий их просто заставляют... Вы не видите смысла участвовать в выборах? Например, мне звонит из села Абзаева, что вы выиграли в нашем селе с крупным счетом. В результате остается где-то 5-6% от моего крупного выигрыша. Ну и так далее, и тому подобное. То есть вы не видите сегодня смысла участвовать в выборах? Я в них даже особо... Если бы я участвовал, если я приму участие, скажем, я за Грудинина бы голосовал, а так... Ну это мы про президентские выборы говорим, ну, да, а выборы в Курултай? Курултайские выборы, конечно, более молодые должны участвовать. Но должны, вот вы считаете, сегодня там, ваши коллеги по Конгрессу башкирскому, по Башкорту, будет очень сложно нужно идти? При сохранении системы этой власти, которая выбирает сама. Вот этого, вот этого, вот этого. А этого прочь, этого тоже прочь. Ну, единственное, можно участвовать в выборах для того, чтобы получить как бы трибуну для законного провозглашения своих. Тогда тебя не привлекут, по крайней мере, к ответственности, что ты нарушаешь. Хотя, если даже кандидат в депутата ныне соберет, это будет равняться к митингу. Вы знаете? Собрание. Да, я знаю. Да. Вот, так что репрессивная власть, что она может сделать? Ну, на самом деле, в отношении депутата тоже можно что-нибудь сделать. Уголовное дело там завести, лишить его полномочий депутатских. Я уже говорю про то, что и даже депутатский мандат иногда не гарантирует твою безопасность. Ну, поэтому-то большинство депутатов-то делает только то, что велено делать. Альберт вас спрашивает, вы поддержите ли вы Татарина на пост главы республики? Провокационный вопрос. Я не поддержу только потому, что по Конституции он должен знать башкирский язык. Татарин, знающий башкирский язык. Если татарин знает башкирский язык, и у него будет конкурент башкир, я, конечно, буду голосовать за башкира. То есть для вас все-таки важна здесь, да, национальность? В Башкортостане должен быть главой именно башкир, потому что у них другого государства нет на земном шаре.
Только поэтому. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях в программе «Персонально ваш» был Валиахмед Бадреддинов, член Конгресса башкирского народа и общественный деятель. Я вас благодарю. До свидания. До свидания. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.